В Аймиконском районе идет подготовка к празднованию юбилея Победы. Уже проведены многие мероприятия. Фестиваль трудовых коллективов, молодежная акция, во время которой оказывали адресную помощь ветеранам Трудового фронта, обновление экспозиций в музеях, украшение улиц, конкурсы среди школьников. Об одном из мероприятий расскажут наши корреспонденты. У Аймиконского муниципального архива с переездом в новое, более просторное помещение появилась возможность разнообразить формы работы. В нашем архиве находится на данный момент более 12 тысяч документов описанных. Ну, еще там где-то, наверное, порядка 5 тысяч нужно будет еще обрабатывать и описывать. Самый старый документ начинается у нас с 1930 года. Много есть места, где теперь можно пригласить и людей, и учеников, посетителей, которые могли бы взять документы архивные, найти что-то для себя, изучить и какой-то материал, и ту же самую историю района найти. В канун 70-летия Великой Победы в стенах архивного отдела оформлена выставка «Эта память, верьте, люди, всей земле нужна». В основе фото и другие документы о вкладе аймиконцев в дело Победы. Выставлены некоторые интересные личные дела людей, прошедших круги ада. Выставка востребована. Вот и сегодня в архивном отделе проходит урок для третьеклассников. Нужны детям вам такие экскурсии? Да, я думала, чтобы узнать тех, кто нас спасал, что у нас было в наших краях. Работа, проводимая архивным отделом, позволяет тысячам граждан вживую прикоснуться к истории страны, района, города. Ведь многие документы находятся здесь на постоянном хранении, то есть вечно. Светлана Поцелуева, Павел Комин, НВК «Саха», Усть-Нера.